Всем привет, дорогие друзья! Всех приветствую на своем канале. С вами Астарта Сантия. И сегодня мы делаем очередной раз карту дня на отношения. Его мысли о вас и его действия по отношению к вам в ближайшие 3 дня. Напоминаю, что в предыдущем видео я спрашивала у вас, интересно ли вам сделать серию диагностических раскладов на, например, канал отношений или на денежный канал. Узнаем, что там и как, что мешает, что помогает, где какие проблемы. В канале отношений, например, почему вы одиноки или почему у вас не складываются отношения, или почему, там, я не знаю, что еще может быть, что вы не можете в принципе встретить путного мужчину, да, хотя бы какого-либо претендента. В общем, всякое может быть в жизни. И опять же, да, не забывайте, что это будет всего лишь гадание онлайн. Интересен ли вам такой формат? Именно серия раскладов диагностических. Подумайте и пишите в комментариях. А перед вами 3 варианта. Пожалуйста, выбирайте свой и нажимайте на тайм-код. Я перехожу к единичкам. Единички смотрим вас. И его мысли о вас в первый день. Смотрите, в первый день вы, особенно начало дня, вы будете казаться ему такой задумчивой, склонной к воспоминаниям, к анализу именно каких-то прошлых, не знаю, переживаний своих, может быть, впечатлений или прошлой жизни. Может быть, будете вспоминать о прошлом, о юности, о молодости, там, не знаю, о детстве. В общем, тут все что угодно, именно воспоминания. И вот это вот самокопание в прошлом, анализ, правильно, неправильно, верно, неверно поступили и так далее и тому подобное. Вот как-то вы можете от него немного отгородиться и уйти именно в прошлое, в воспоминания и в самоанализ. Но середина и конец дня он уже будет видеть, что вы как-то более или менее пришли в себя. Тут уже вы будете можете заниматься какими-то совместными делами. Он будет видеть, что вы настроены на общение, на некий такой контакт, на партнерство, что вы настроены именно не знаю, проводить с ним время, заниматься совместно какими-то делами своими, может быть, домашним хозяйством, может быть, творчеством, а может быть, просто будете вместе смотреть какой-то фильм, или как вот на этой карте, если, например, вы какой-нибудь художник, иллюстратор и так далее и тому подобное, то можете просто-напросто заниматься именно какой-либо творческой деятельностью, и мужчина может давать им свои советы или как-то вам помогать, в общем, находиться рядом. И уже к концу дня он будет видеть, что вы уже окончательно пришли в себя, вы тут уже можете показывать зубки, тут можете демонстрировать именно свои достоинства, свою силу, свой характер, можете транслировать ему свои желания, мечтания. В общем, здесь от вас уже исходит такой уверенный посыл, энергичный такой посыл. Ну, в общем, тут уже больше активности, больше динамики. Он это будет видеть, он это будет замечать. Но утро может просто не задостал вас. Да, утро может Господи, может у вас не сложиться в каком-то, именно каких-то внутреннем каком-то русле у вас лично, дамы дорогие. И его поведение по отношению к вам, он весь день будет себя проявлять именно как мужчина, именно как ваш партнер, любимый мужчина, супруг, соратник, друг, коллега по работе, любовник и так далее и тому подобное. Будет к вам со всем сердцем, со всей душой, может вам рассказать какую-то прекрасную, хорошую новость, либо он будет вам говорить о том, что он ждет каких-то новостей, либо прихода, не знаю, каких-то бумаг, или к вам могут даже, не знаю, может быть, гости приедут или еще там кто-то, хотя в сложившейся обстановке навряд ли, но, в общем, какое-то движение, динамика именно с его стороны в вашу сторону будет однозначно. Динамика со знаком плюс. Тут
с его стороны могут быть ухаживания, с его стороны забота, стремление быть постоянно с вами. В общем, день мужчина будет настроен проводить именно с вами, дорогие мои единички. Почему? Потому что тут прекраснейшие карты. Его карта Бланка выпала, карта сердца и карта всадник. Если, например, мужчина был далеко, или там у него была командировка, или он куда-то уезжал, ну вот все что угодно может быть. И вот для некоторых из вас может проиграться так, что мужчина просто-напросто приедет, наконец-таки вернется домой, у него получится это сделать, а вот вы просто-напросто с утра можете его ждать, находиться вот в позиции ожидания, когда же он все-таки придет, и дождетесь. И когда только он появляется на пороге, вы уже здесь, у вас уже настроение меняется, вы уже такая более веселая, более задорная, и жизнь уже вам, как говорится, становится мила в таких ярких, приятных красках. Далее мысли о вас второй день. Вот опять начало дня, и середина дня, и вообще весь день. Вы, судя по его разумению, будете находиться где-то в себе. Отгородитесь, можете всячески показывать ему свое желание побыть одной, покопаться в себе, может быть, опять будете вспоминать о прошлом и можете, знаете, что еще делать? Если, например, у вас, дорогие мои, какие-то есть гештальты не закрытые, да, вот можете именно в них копаться, и именно в них пытаться разобраться, и тем самым как-то немного от него можете закрыться. И он это будет видеть, что вы, в принципе, целый день можете заниматься какими-то своими делами, своими увлечениями. Кстати говоря, это может быть даже уборка, наведение порядка именно там, в тех местах, где уже залежалось, в тех местах, где руки не доходили. А вот сейчас наконец-таки дошли, вы просто-напросто будете заниматься уборкой. Тут все у нас намекает на то, что вы можете разбирать завалы. И он это будет видеть, он это будет подмечать, замечать. Ну, в общем, такие какие-то бытовые вопросы вы, дорогие мои единички, будете решать. Если нет такого, то никакой уборки, никакого наведения порядка, то в любом случае это уборка внутренняя. Ваша, когда есть желание уйти от отжитого, от того, что уже не приносит вам никаких результатов со знаком плюс, не приносит вам никаких приятных переживаний. Вот от этого вы будете целый день избавляться, как-то работать над собой или над отношениями. И его действия по отношению к вам. Выпала ваша карта Бланка, карта коса и карта звезды. Но вот он может в этот день преподнести вам некий подарок, сюрприз, некого материального характера, причем для вас достаточно неожиданная, но и достаточно приятно, какая-то мечта может у вас сбыться. Причем неожиданно для вас. То есть он в поведении по отношению к вам будет всячески показывать, что вы ему нужны, важны, что вы его женщина, любимая. И тут довольно в резкой форме может вам прям демонстрировать свое к вам расположение. И опять же, как я и сказала, да, тут результат его ранее каких-то действий или проектов как раз-таки он получает и вполне может преподнести к вашим ногам. Тут тоже такая достаточно красивая, приятная триада выпала в его действиях. Ну и также тут какие-то могут быть такие множественные мелкие заботы по отношению к вам, какие-то дела, может быть, тут поможет, там поможет, здесь подскажет, там скажет, любимая, посиди, я сделаю. Но, в общем, вот такая может быть вполне приятная от него забота, демонстрация того, что он хочет быть с вами, хочет как-то вам помогать, хочет быть вам полезным, хочет вам подставлять свою спину, свою опору. В общем, такой на этой недельке, в принципе, в действиях, забегая вперед, видно, что мужчина к вам расположен. И видно желание его вам прям показать свою благосклонность, свое расположение и свою любовь по отношению к вам. Мысли. Дальше третий день. Тут в мыслях о вас он видит вас своей женой, своей супругой на длительный срок. Тут красивая, приятная карта у нас выпала. Сейчас поднесу ее поближе, покажу. Вот она, да. То есть в мыслях о вас именно уже отношения строить в русле уже каких-то семейных, долгосрочных, долговременных отношений. И он видит, что
будет, точнее, думать, размышлять, что это, скорее всего, судьба, и как бы тут уже неконтролируемо им. Он уже как бы соглашается на этот вариант, который ему подкидывает мироздание. То есть покоряется, как говорится, судьбе. Это первое. Второе, конечно, здесь также он мало того, что видит вас своим партнером, своей супругой, да, на долговременный срок. И смотрите, он вас видит, будет видеть именно женщиной своей, предназначенной именно мирозданием, судьбой, как вам удобнее, так и думаете. И смотрите, еще может быть, опять же, будет видеть вашу некую отстраненность, некое ваше одиночество. И он уже понимает, что это отстраненность и одиночество им уже неконтролируемо. И в чем причина, понимать он не будет. Будет видеть и осознавать, что просто у вас какой-то период, когда вам хочется побыть одной, хочется как-то закрыться, позаниматься своими делами, что вы, в принципе, делать и будете. И будет понимать, что он ничего не может сделать, чтобы вывести вас из такого состояния. По крайней мере, в мыслях он будет видеть, что вот тут уже лошадь несет и неконтролируемо им. То есть он здесь повлиять на ваше состояние уже никак не может. Его действия, но опять же, да, тут прекрасные действия. Здесь, смотрите, вот так пододвину карту, чтобы было вам видно. Тут демонстрация вам своего расположения, да, конечно же, тут какие-то приятные от него действия. Птицы, тут голубки всегда показывают, именно, знаете, когда голубки воркуют, тут приятные переживания, приятные впечатления, приятные эмоции. Он будет к вам расположен прям очень внимательно, очень заботливо, очень так вот благосклонно. И как бы он всячески будет вам транслировать, что это, ему это приятно, ему это не в тягость. То есть вы для него человек очень важный, очень нужный, один из главных людей в его жизни и в его судьбе. И в действиях тут, знаете, как я уже сказала, да, любовь, забота, внимание и вот поведение такое достаточно легкое, инфантильное, знаете, вот когда людям друг с другом легко, свободно, задорно, когда люди друг другу абсолютно доверяют, когда в отношениях есть открытость, когда в отношениях есть именно взаимопонимание, взаимозабота и так далее и тому подобное. В общем, все вот эти 3 дня, на которые мы смотрим, ваш мужчина будет к вам очень внимателен, очень заботлив, очень направлен на развитие отношений, на именно в знаке плюс, на долгосрочное развитие отношений. Он видит вас своим партнером, своей судьбой, своей женщиной, своей любимой. Другой вопрос, что в действиях он будет всячески показывать, да, свою любовь, а вот в мыслях будет понимать, что вы как-то отгородились. Вот что бы он ни делал здесь, все равно вы как-то его к себе близко не подпускаете, все равно есть этот самый барьер, который он, по крайней мере, в эти 3 дня он преодолеть не сможет, хотя попытки он будет делать к сближению, именно к нивелированию ваших вот этих всех переживаний внутренних, по крайней мере, да, он это себе либо будет придумывать, да, либо будет видеть. Мы просто смотрим его мысли о вас. Я вам желаю, дорогие мои, здоровья, любви, благополучия, терпения, гармонии. И пусть ваша жизнь будет наполнена именно счастьем, добром, радостными, счастливыми моментами и любовью, конечно же. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Ставьте, пожалуйста, лайки, пишите комментарии, подписывайтесь, а я перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, смотрим вас и его мысли о вас в первый день. Будет видеть он вас достаточно одинокой и закрытой, да, моей личностью, да, вы склонны, по его мнению, лукавить, склонны что-то скрывать, не договаривать, вредничать, вот можете, по его мнению, делать все назло или специально с каким-то умыслом, ну вот
по его мнению, по его разумению, вот склонны помотать ему в первый день нервы. Можете обижаться, можете закрываться, как я и сказала, да, можете его даже вот, ну, не хочу говорить обманывать, но по его мнению, вот прям склонны вы лукавить, не говорить, не договаривать. И опять же, да, он будет видеть, что вы обижаетесь, будет осознавать, что вы обижаетесь, будет пытаться как-то где-то наладить с вами отношения, по крайней мере, мысли такие будут, или попросить прощения, или как-то попытаться убрать, нивелировать вот эту боль, одиночество, да, и вашу отгороженность. Но, скорее всего, просто-напросто у него не получится. Что бы он ни делал, вы все равно будете гнуть свою линию и говорить, что нет, оставь меня в покое, хочу побыть одна. И будете, по его мнению, упиваться вот этой вот своей обидой, своей злостью. И на контакт с ним не пойдете в первый день. Вот, скорее всего, была какая-то ссора, конфликт, судя по раскладу его действия. Активно никаких действий делать не будет. У нас тут аист в гнезде, да, можно было бы сказать, да, что он просто, аист нам говорит о том, что мужчина нацелен на перемены, на налаживание отношений, на какой-то новый этап, на какой-то новый виток. Но все равно пока не получается. Да, он может там вам об этом рассказывать, вам об этом говорить, быть достаточно открытым, да, всячески демонстрировать вам свою благосклонность и желание именно отношения наладить, в отношениях, чтобы появилась гармония, тишь, гладь, да, благодать какая-то, но все равно на том уровне, на котором они будут на тот момент, да, они так и останутся, потому что завершает у нас все равно карта дом. То есть это некие такие ограничения, которые пока что мужчина своими действиями не сможет преодолеть. Также он будет ограничен в действиях. Почему? Потому что вы все равно не будете давать ему возможности как бы Господи, не будете давать ему возможность как бы загладить его вину, если ссора была. Но, судя по всему, все равно какой-то конфликт, какие-то барьеры непонимания, они были. И вот вы будете закрыты, вы все равно будете как-то вот свою зону комфорта, вы не дадите ему нарушить. Все-таки вы заставите его как бы чтобы он прям прочувствовал то, что он сделал, и то, что он был неправ, по крайней мере, по вашему мнению. И он, как я уже сказала, да, будет нацелен на решение вопроса, но не получится все равно. Да, будет всячески вам говорить, всячески вам демонстрировать, что давай поговорим, давай решим этот вопрос, или давай как-то, какой-то коннект с вами захочет найти, да, но нет, все равно не получится. Дальше его мысли о вас второй день. Вот будет видеть, что вы прям обижены, что вы прям, вам тяжело, и как бы вы можете заставлять его как бы переживать, чтобы он мучился, страдал. Вот прям такие карты, да, когда вот женщина целенаправленно может вести себя так, чтобы мужчина прочувствовал во всей красе, на все там, я не знаю, 1000%, что он был неправ. И вот вы своим поведением будете это прям ему наглядно демонстрировать, он это будет видеть и будет осознавать, что вы это делаете нарочно, что вы специально хотите ему показать, что вот ты был неправ, и вот типа получи, фашист, гранату. Вот такие у него мысли могут быть. Также он будет видеть вас достаточно уставшей, достаточно вымотанной. Будет видеть вас, что вы вот на фоне этой самой усталости, да, вы можете быть взвинченной, вы можете быть нервной, вы можете быть немного такой, вот, как говорится, на шарнирах, да, вот как-то не подъедешь к вам, не подойдешь. Можно получить как бы в ответ такое, что мало не покажется. Лучше, как говорится, не трогать. И его действия. А все равно он будет всячески показывать вам достаточно активно, пытаться вас вывести из этого вот состояния одиночества и депрессии, да, и некой такой отгороженности. Все равно будет вас дергать, вас как-то вот пытаться расшатать любыми способами. Если не нытьем, то катанием он в своем захочет получить любыми путями, будет
проявлять силу воли, будет проявлять характер, может ударить кулаком по столу и сказать: все, я в доме хозяин, я в доме мужчина, и все будет так, как я сказал. И вообще, сколько можно, давай решать проблему. Вот тут действие на инстинктах, на интуиции, и причем где-то динамично, активно, где-то будет прям нытьем и катанием пытаться вас как бы к себе расположить. И всячески, конечно же, вам будет показывать свое к вам расположение, желание отношения с вами развивать, желание отношения с вами двигать. Вы уже в русле в таком достаточно крепком, укорененном, будет вам говорить, что вы ему нужны, важны и так далее, что вы в его жизни человек очень важный, очень ему нужный. И, в общем-то, вы партнер и соратник для него. То есть вот здесь уже стоит каких-то прям открытых действий и активных от него ожиданий. Чуть ли не кулаком по столу мужчина может бить и показывать вам свое к вам расположение. Это может быть и в довольно агрессивной форме, и также это может быть такой достаточно спокойной, размеренной форме. Все будет зависеть от вас. Если вы не будете дразнить мужчину, как бы дразнить его зверя внутреннего, то все может пройти достаточно гладко. Если же вы, например, будете настроены на то, чтобы вывести его из себя, да, будете с ним лукавить, играть, вот он может уже и как бы ударить кулаком по столу и сказать: хватит, баста, все. Я решил вот так, значит, будет вот так, ты женщина, ты, как говорят, твой день 8 марта, в общем, все. Дальше. Третий день, его мысли о вас. А вот тут уже хорошие карты, тут уже, скорее всего, все-таки перемирие, пакт перемирия будет заключен, либо вы обговорите все, найдете какие-то точки соприкосновения, и в мыслях у него достаточно все спокойно, гармонично, любовь, привязанность, желание быть с вами, будет видеть вас такой прекрасной, чудесной, сильной женщиной, красивой, с одной стороны. С другой стороны, это может быть в его глазах именно, знаете, что вы другую грань может видеть. Вот когда вы, например, обижаетесь и дуетесь, вы, как бы, он видит вас одной. Когда у вас все в отношениях хорошо, легко, комфортно и свободно, то он же будет видеть вас такой своей девочкой, которую нужно защищать, которую нужно любить, которую нужно холить или лелеять, и с которой он уже хочет строить отношения на дальнейшее будущее, с будущим, с довольно таким серьезным будущим вот по вот этой вот карте. И будет понимать, что все равно он от вас уже зависим, что все равно вы и он уже друг к другу привязались, как бы то ни было, все равно здесь уже есть связь и довольно-таки крепкая. И сколько бы вы ни ссорились, ни ругались, сколько бы недопониманий у вас в отношениях было, все равно здесь уже вы как бы связаны какой-то такой невидимой нитью. И вы, кстати, мои дамы, вполне можете им управлять. И он это будет видеть, и он это будет осознавать, что вы своими действиями можете как бы его контролировать и направлять его, учить ему. Выступать для него вроде учителя. Его действия будут направлены сквозь призму вас. То есть все его действия будут направлены на то, чтобы удовлетворить все ваши желания, потребности, мечты, планы и так далее. И вот здесь, скорее всего, он попытается, по крайней мере, исполнить какую-то вашу мечту. И причем уже вот-вот она у него получится, и либо он вам даже ее может преподнести, либо сказать, что вот в такие сроки она придет. Какие-то тут мелкие с его стороны могут быть заботы, хлопоты в вашу сторону. Могут быть признания своей любви к вам, да. Тут желание быть с вами, подобрать. Вот он уже, знаете, в действиях, он уже понял, как нужно себя с вами вести, что нужно делать. То есть ключ у него в руках. Вполне может быть еще не совсем, конечно, теплота по звездам. Можно сказать, что все равно будет некий какой-то внутренний холодок. Он будет как бы заметен, да, в его действиях. То есть он будет все равно как-то боязно
и осторожно к вам как-то подходить именно в действиях, но будет понимать уже в любом случае, что ключ уже подобран, и он точно знает, как нужно уже действовать с вами, как нужно себя вести, какие слова вам нужно говорить, в каком, когда, в каком вы настроении, на какой козе к вам лучше подъехать. То есть тут уже мужчина как бы немного просчитает вас и посмотрит, поймет, точнее, как ему себя вести. И я вам желаю, дорогие мои двоечки, здоровья, любви, благополучия, процветания, всего самого наилучшего. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. Пожалуйста, как обычно, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии и до встречи. Ну что, троечки, смотрим вас и его мысли о вас в первый день. У него сложилось впечатление вот в первый день, что вы ускользаете, что вы уходите, что вы уплываете из его рук. Такое ощущение, что вы отдаляетесь, закрываетесь, вот прям, по крайней мере, на эмоциональном, да, каком-то плане, прям вы сильно отгораживаетесь и отдаляетесь. Вот такое чувство одиночества он в вас видит. Либо тоска, либо грусть, ну вот, либо просто этот денек не сильно такой веселый, не сильно приятный, по крайней мере, у вас его глазами. Смотрите, да, все такие карты выпали, да, которые говорят нам о том, что вы прям дамы сами дорогие, чувствуете себя, во-первых, в неких таких тисках, которые вам не дают свободно двигаться, да, и во-вторых, просто желание уйти и отдалиться, чем вы и по его разумению и будете заняты. Его действия здесь активных, вот что прям таких не вижу. Все будут направлены сквозь призму вас, для ваших интересов, для вашего, не знаю, какого-то удобства. Но начало дня какое-то оно все равно будет немного такое туманное, непонятное. Это у нас карта туча выпала. То есть здесь мужчина может сам быть в таком, не в самом хорошем расположении духа. И может быть, как бы, грубо говоря, да, наводить тень на плетень. Может сам немного от вас закрываться, но середина и конец дня уже все. Как-то он, видимо, оттает, или как-то у него настроение улучшится, и уже все его действия будут направлены на вас, дорогие мои дамы. Действия должны быть легкие, действия открытые, такие с целью, знаете, побыть вместе, позаниматься какими-нибудь вещами легкими, я не знаю, посмотреть вместе фильм или почитать какую-то книгу, или что-то такое легкое обсудить, какую-нибудь картину, или ну, вот все что угодно. Ну, вот такое поведение достаточно приятное и задорно. Если есть детки, то тут вполне может быть просто-напросто он будет проводить время весь день на протяжении дня именно с вами и с детьми. В лоне семьи, в кругу семьи, заниматься какими-то семейными делами, детскими делами, может быть, вам помогать, мои дорогие дамы, и так далее. Вот смотрите, да, как интересно получается, что в мыслях у него, да, понимание, осознание, что вы ускользаете, что вы чувствуете себя одиноко, и он не может до вас достучаться, до вас добраться или как-то с вами поговорить, обсудить, что же с вами происходит. А в действиях будет он всячески показывать и действовать сквозь призму вас и ваших отношений с ним. То есть вот знаете, как театр двух актеров. Думать он будет одно, действовать на самом деле другое. И как бы либо если есть детки, просто ради детей не будет пытаться выяснять отношения, пытаться вывести вас как-то из вот этого состояния, да, или что-то начать выяснять или разузнать что-то у вас, что же происходит. Дальше второй день. Мысли о вас. Ну, во-первых, тут он уже начало дня опять может быть достаточно нервным, агрессивным, может какие-то вам претензии высказывать, может там говорить, что то ему не нравится, это ему не нравится, того ему не хватает, этого ему не хватает. В общем, так вот капризничать, знаете, вот и буквально и вот достаточно так некрасиво, как-то неприятно. Вот середина и конец дня он будет понимать, что опять не может он до вас добраться, не может он до вас достучаться, вы вроде как вместе,
но каждый чувствует себя одиноко. Будет как-то пытаться вас вывести из этого состояния, будет как-то, ну, пока не пытаться, а желать в мыслях, да, как-то наладить с вами контакт, может как-то обсудить или попытаться найти какой-то компромисс. Но, судя по картам, да, он прям ему вот эта атмосферка, ваше одиночество и ваша отгороженность ему, она не нравится. Вот уже второй день, середина и конец дня, уже будет он пытаться как-то вас растормошить. И его действия, вот о чем я и говорю, да, карта сад, всадник и горы, будет как-то пытаться к вам найти ключик, найти подход. Тут такая динамика, тут активность, тут открытость, что-то именно вывести из вас из положения, из состояния вот этого отгороженности и одиночества, как-то, чтобы вы стали более открыты, более приветливы, более свободны, что ли, с ним, в отношениях, в общении с ним. Будет именно достаточно динамично и активно направлен именно на вас, дорогие дамы. Но все равно, как бы то ни было, все равно к концу дня он упрется опять об скалы. Ударится об скалы, ничего у него не выйдет, плюс какие-то опять преграды. И сам вполне может быть поймет, что у него ничего не получается, просто-напросто сам может отгородиться, как бы тоже от вас отвернуться. То есть вы отворачиваетесь, не даете ему возможности, да, наладить контакт, и он скажет, ну не хочешь, не надо, и опять отвернется тоже и будет заниматься какими-то своими делами. Но, по крайней мере, начало, середина дня в действиях понятно, что мужчина будет пытаться, по крайней мере, да, может криво, может косо, может как-то не так, но как-то с вами наладить контакт, что-то выправить, нивелировать вот эти все неприятности, недомовки, недопонимания. Но, судя по горам в конце триады, ну, его все действия успехом особым не увенчаются. Далее, третий день, его мысли о вас. Вот тут он уже понимает, что вы смотрите на мир с разных сторон, что вас разделяет вот эта самая, та самая стена, что вы не намерены, дамы мои дорогие, ему открываться, быть с ним откровенны, рассказывать ему о своих каких-то страхах, сомнениях или каких-то неприятностях, или о том, что вас не устраивает. То есть всячески будете как бы лукавить, не показывать ему, надевать маски, правду ему не скажете, ну, не сможете как бы признаться, да, и тем самым он будет понимать, что, ну, не идете вы на контакт, не хотите вы идти на контакт, нет вот этой вот взаимопонимания, нет точек соприкосновения, и он начнет как бы обижаться, и тут может немного даже агрессировать, немножко-то вам опять нервишки может помотать, да, в мыслях. Ну и судя по действиям, по крайней мере, начало утра может опять вот не задастся. Во-первых, мужчина может замкнуться, может уйти в себя, уйти в какие-то свои переживания опять. Вот здесь закрылся от вас, отвернулся, и утро будет таким же. Вот не выйдет он на контакт, просто вот тут уже могут быть какие-то капризы именно с его стороны, потому что вот он пытался, все никак, и вы не хотите, ну и я тоже, в общем-то, не хочу, не хочешь, грубо говоря, не надо. Но середина и конец дня, видимо, более или менее у него какое-то психопереживание пройдут, тут уже контакт опять. Будет он пытаться как-то наладить контакт, всячески вам будет показывать, что вы ему важны, что вы его семья, что вы его партнер, что он намерен отношения развивать. И вот этими своими действиями, именно переговорами, разговорами, смс-ками, обсуждениями, может быть, простыми бытовыми обсуждениями, может быть, просто будете обсуждать какой-то фильм, он будет спрашивать вашего мнения. И этим самым как бы опять же, не нытьем-то катаньем выводить вас из этого вот состояния. И ваши отношения, состояние такой некой стагнации, и одиночества, обид, и недопонимания. Вот у нас карта дерева, да, ну как бы дерево медленное, но оно
У него есть такая функция именно укореняться, становиться более таким, пускать корни достаточно глубоко, вот связывать пару партнеров прям такими крепкими, нерушимыми какими-то узами, да, корешками. Вот здесь все его действия будут направлены именно на вот это самое дело, с одной стороны, а с другой стороны, он как бы все равно будет давать вам понять, что он сильный, он такой могучий, он способен дать вам многое, способен к росту, к развитию, в общем, что он такой молодец, удалец. Вот такое тоже может быть с его стороны. И, конечно же, забота о вас, дамы дорогие, здесь с его стороны тоже можно ожидать в этот третий день. Но смотрите, судя по раскладу, да, ну, какие-то тяжеловатые 3 денька. Вы, дамы мои дорогие, не склонны к нахождению некого компромисса, точек соприкосновения. Мужчина вроде как и делает попытки, но все не так и все не то. И на протяжении 3 дней, ну, сложноватые отношения. Сложноватые, вы друг друга не слышите, не понимаете и не хотите, что самое главное, по крайней мере, дамы, вы. Мужчина как бы делает попытки, но, видимо, он настолько провинился, что вы не намерены так быстро сдаваться, намерены все равно его, грубо говоря, проучить и показать ему, где раки зимуют. Вот как-то так, дорогие мои троечки. Я вам желаю терпения, любви, здоровья, взаимопонимания, удачи. Берегите, любите, балуйте, цените, заботьтесь о себе и своих близких. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной. И, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся.